Мальчики в розовом, девочки в голубом. Hermes, Louis Vuitton, Москва. Вообще не моя тема. Меня отправили показывать Миловицу. И этот показ проходил в ЦУМе. И вижу эти мужики, они между рядов все стоят такие. Каюсь, был когда-то грешен. Она меня домогается. Да, это очень хорошо. Это было в Дубае. Мама, меня все называют шпалы. Самая близкая профессия к тому, чтобы найти себе мужа. Там шейхи или какие-то богатые чуваки. Одним из них был Louis Vuitton. Мужчины такие прям бьются насмерть. Девочкам происходили неприятные ситуации. Все считают, что модельный бизнес — это прямо вот это. Там была такая тема Love Boats. $200. То, что я белоруска, я так этим гонорусь. Мир устроен не всегда так, как это представляют себе белорусы. Пришла на кухню к бабушке, она там котлеты жарила. Говорю, мне срочно надо стать моделью. Возможность поднять кинематограф белорусский и не быть просто обслуживающим аппаратом для российской киноиндустрии. Что может Беларусь предложить миру? Сырье, станки, колесные тягачи, всякую вот эту изготовленную билиберду? Нет. Есть что-то, что может в белорусах привлечь больше всего. Это люди. Да, так уж получилось, что именно люди являются золотым фондом страны, потому что белорусы охуенные, понимаете? А что мы сегодня готовим? Лосось конфи по-французски с гороховым пюре и горохом с салатом латук. Всегда стрёмно готовить французскую кухню, но этим нужно заниматься регулярно, тогда ваш навык будет нарабатываться, и тогда вы сможете отлично готовить любые другие блюда, потому что французская кулинария, она хитрая, она все время норовит тебя обмануть, убеждая в том, что все очень просто, на самом деле все не так просто. И при этом она пугает тебя, что все сложно, но оказывается, что все просто. Такой вот сегодня гений парадоксов друг. Сначала мы включаем воду и кипятим ее. Дальше туда мы добавим горошек. Горошек это на самом деле это один из... Я уже говорил, когда делал из него драники, что это один из самых полезных продуктов, особенно в сезон. Вы можете брать его причем хоть свежим, хоть замороженным, хоть в стручках, хоть уже очищенный. Значения это не имеет. Это просто полезный продукт и очень нежный, с которым можно делать очень многое. Одновременно мы ставим сковородку и на сковородку добавляем, как только она чуть-чуть нагреется, мы добавим сливочное масло, в котором начнем жарить лук. Вода уже у меня закипает. Это вода со льдом, в которой мы будем остужать горошек, который пассируем в кипяченой воде. Значит, одновременно у нас здесь мы сюда добавляем масло. Приблизительно 100 граммов. И не делаем только не делаем огонь слишком большим, потому что оно может сгореть. При этом оно должно растопиться, и тогда мы туда добавим лук. Лука немного, здесь пол луковицы, вся процентовка будет идти в описании. И разгромовка, и разблюдовка. Лук закипает вода, а это значит, что мы туда забрасываем горох. Он у нас холодный, где-то приблизительно, ну вот сейчас это 500 граммов. Лук жарится в масле. Суть в том, что сюда мы добавим потом приблизительно от этого, ну, может быть, половину гороха мы добавим вот сюда, в это масло и в этот лук. Потом туда же добавим сливки. Что получится? Получится такой состав, который мы потом забьем блендером и получим это самое гороховое пюре. А часть горошка пойдет в цельном виде, потому что таким образом мы создадим вот такую двойную текстуру в пюре, которая дополнит наш лосось. Туда же мы добавим салат латук, который даст такую легкую свежесть
этому пюре. Рекомендуется где-то минуты 3 готовить горох, пассеровать горох. Но дело в том, что если мы берем его из морозилки, то, естественно, на это идет чуть больше времени. Но понятно, что слишком холодный, и он сразу температуру нагрева воды сразу роняет. Но это не страшно. Подождать чуть-чуть не проблема. Повара в мире, они часто люди выпивающие. Объясню почему. Те, кто долго работает, им иногда наскучивает ждать. И они думают, вот чем себя занять? Вот у меня пассируется горошек, вот жарится лук. Может быть, бокал вина? И выпивают бокал вина. А потом, когда сбрасывают горошек, готовят пюре, блендернул, поставил лосось конфи, и у него опять есть там 5-7 минут, и он такой, а где-то вроде бокал вина был тут, нет? Так люди спиваются, поэтому я вам скажу так. Когда готовите, не увлекайтесь алкоголем. Лучше подберите что-то, что хотите выпить непосредственно с блюдом, которое вы готовите. Тогда ваш баланс будет в норме, и вы не будете злоупотреблять, как это часто у многих бывает. Каюсь, был когда-то грешен. Знакомлюсь с девушкой, которая хочет сотрудничать с театром, и выясняется, что, оказывается, девушка уже 9 или 10 лет работает моделью с ведущими мировыми брендами. С реально ведущими мировыми брендами. Она модель, которая работает с ведущими брендами, представляя их на подиумах, на постерах и так далее в рекламном бизнесе. И вот я выключаю горошек, беру его и отбрасываю, заливая ледяной водой. Да, он должен отдохнуть. Так, здесь у нас лук уже пожарился. Он остывает. Мне нужно будет просто взять от него половину и слить воду. Он уже бланшированный, то есть он уже готов, собственно говоря, к такой окончательной доработке в гарнир. Вот сюда я его и добавляю. Сейчас он чуть-чуть прогреется еще по новой. И я добавлю туда сливки. Моя сегодняшняя гостья, она не ест мясо. И поэтому всегда не забывайте спрашивать, кто что не ест, потому что очень часто приходят гости, и для вас оказывается каким-то сюрпризом то, что он что-то не ест. Если он ест мясо, то я вам рекомендую добавлять в пюре, которое вы будете готовить, панчетту. Вы ее слегка тоже можете бланшировать в кипящей воде, потом бросить на сковородку вместе с горошком, и потом перебить блендером, и он даст такой немножко мясной, к свежести горошка добавит немножко мясной, но такой копченый вкус. Это лосось конфи. Конфи – это не совсем жареный лосось. Конфи – это когда вы берете масло, например, в данном случае оливковое масло, и погружаете, солите его, перчите. Вот это перец. Я его включаю, но включаю его на небольшую температуру. Значит, я добавляю перец и соль в масло. Вот у нас горошек уже практически прогрелся. У нас тут расходятся соль, перец в масле. И укладываю лосось, чтобы он готовился. Он готовится приблизительно 8-10 минут. И я чуть-чуть, мне надо добавить оливкового масла, потому что, чтобы оно закрыло лосось. Горошек прогрелся, теперь я добавляю туда сливки. Как вы понимаете,
Это разговор о создании пюре. Потом в эту же сковороду, когда я заберу отсюда, когда прогреются сливки, я добавлю туда соль и перец. Когда это прогреется, я заберу отсюда для того, чтобы блендировать этот состав для пюре, а сюда переложу оставшийся горошек, потому что я хочу совместить пюре гороховое с горошком натуральным. Тогда появится текстура. На самом деле вся современная кулинария строится не только на балансе вкусов, но и на балансе текстур. То есть, если вы хотите сделать пастообразную структуру, вы должны добавить к ней какую-то жестковатую структуру или хрустящую структуру. И вы не можете подать блюдо, в котором все структуры будут одинаковыми. Зашибись. Я залил сюда, а этот горошек укладываю сюда. Итак, мы делаем пюре. Это блендер. Да, часть горошка у нас в сковороде. Часть горошка мы блендерим. Мы снова включаем сковородку. Я добавляю сливочное масло к горошку. У меня уже на минимуме полном стоит лосось, практически он готов. Сейчас стоит он на самой маленькой температуре. Его нужно будет потом откинуть на бумажное полотенце. К горошку я добавляю пюре. Оно той консистенции, которой нам нужно. Пюре, естественно, не должно быть слишком жидким. Оно должно быть слегка держать форму, но при этом не может быть слишком густым, чтобы оно не стало каким-то таким мучным. Да? То есть вот эта свежесть и деликатность горошка, она должна остаться. У нас здесь для подчеркивания этой деликатности есть сливки. Сейчас мы сюда еще добавим мелко нарезанный салат латук. Но только его нужно нарезать очень тонко. Я добавляю салат латук сюда. Мне кажется, что он даст классную свежесть. Перемешиваем. Суммарно мы еще после того, как мы к горошку добавили пюре, прошло минуты 3, и теперь мы добавили латук, еще, наверное, минута. И на самом деле достаточно, потому что латук тоже не должен потерять свою вот эту хрустящую структуру, то есть он должен оставаться таким вот как бы свежим, при том, что он находится в структуре пюре. Собственно говоря, все. Я сейчас достаю рыбу, отбрасываю ее на бумажное полотенце, чтобы чтобы масло ушло. И выключаю. Но вы должны всегда понимать, несмотря на то, что вы выключили под сковородкой огонь, блюдо продолжает готовиться. Если вы хотите, чтобы оно чуть-чуть доготовилось, оставляйте его в сковороде, перед тем, как положить на тарелку. Если не хотите, сразу выкладывайте на тарелки, потому что все равно оно греется и готовится. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы избавиться от масла. На самом деле, если вы опасаетесь за то, что вы переготовите лосось или не доготовите, то внутри него температура должна быть где-то приблизительно 37 градусов, температура продукта. Если у вас есть обязательно дома термометр, то вы можете, только не тот, который с ртутью, не надо тот не используйте. Ртуть попадет в еду, не очень полезно. Ну все, накрываю.
лосось по-французски с гороховым пюре для моей гости, которая не раз представляла французские бренды. Эли Нова. Бонжур. Садись. Подожди. Я нарядилась. Хочу показать тебе и всем свои классные штаны. Капец. Да, а у меня тоже, видишь, мальчики в розовом, девочки в голубом. 2024 год. Ну а чё? Ну что, вот я тебе вот такое приготовил сегодня. Не знаю, значит, салфетки. Вот, салфетка. Это супер, благодарю. Чтобы красивые брюки не испачкать. Это картошка, да? С горохом, правильно? Нет, это горох с горохом и с салатом латук. Ничего С салатом вредного. чего? Латук. Новое слово. Ты представляла французские бренды? Представляла, но это интересный опыт. Могу рассказать. Давай. Начнем с этого. Это было в Дубае. Я работала для нескольких французских больших домов. Одним из них был Louis Vuitton. В Дубае, когда ты работаешь на такие бренды, как это происходит? Это такая закулисная немножко тема. Так это то как раз чего хотят зрители. Узнать хотя бы что-то из этой индустрии. Когда компании выпускают коллекции, очень часто до того, как коллекции доходят до потребителей, даже самых каких-то крутых потребителей в Европе, эти коллекции летят в Арабские Эмираты, чтобы жены шейхов могли первыми купить эксклюзивные коллекции. Нанимаются модели и, значит, организовываются прям шоу. Можно говорить там для 3, 5, 10 человек. И вот эти жены шейхов приходят, и вот показываешь им коллекцию. Это то, что всегда остается за кадром вообще, да? Я как Ну, понимаю, то есть это- очень мало людей, мне кажется, это знает. Тот, кто вот, кого отбирают на такие показы, не знают. Это вот это делала Hermès, Louis Vuitton. Сколько лет ты в этом бизнесе? Мне было 12 лет. И я после школы, короче, решила почитать газету. И нашла там, знаешь, где объявление, значит, о наборе в агентство модельное белорусское, в школу модельную, да. Решила, что мне это срочно надо. 12 лет. 12 лет. Я подумала, что, ну, наверное, это то, что я хотела бы в жизни. Пришла на кухню к бабушке, она там котлеты жарила, говорю, мне срочно надо стать моделью. А где это происходит географически? Ты где это была? Фрунзенский район Минска. Она говорит, что для этого надо? Я говорю, немного, 200 баксов. Она сказала, ты точно хочешь этим заниматься? Я сказала, очень хочу. Она пошла там в свою нычку, достала эти 200 баксов. Говорит, ну, я тебя одну отпустить не могу. Найди того, с кем ты будешь, пойдешь в эту модельную Например, своих школу. родителей. Ну, мамы тогда дома не было. Вот, я позвонила своей однокласснице, которая взяла своего дедушку, и мы вот втроем поехали в это модельное агентство. И, короче, я вот так вот с этого момента началось как бы вообще понимание какого-то что-то там модельного. Мгм. А где был первый контракт? Ну, вот с агентством Тамара у меня был первый контракт. Но я была настолько малая, чтобы вот просто описать, ребенок, дылда, ничего вообще не понимающая. Самая высокая в классе, нет? Да. Мне пришла со школы, говорю, мама, меня все называют шпалой. Она говорит, ну ты же не первая стоишь по физкультуре. Я говорю, первая. То есть перед мальчиками. Какая беда прям. Как короче. потом выяснилось, не очень-то и беда, да? Вообще не беда. Чем закончилась эта школа моя? Тем, что я 2 года там что-то рыпалась, я не понимала эти кастинги, которые происходят. Меня приглашали в Тамаре на кастинги, когда приезжали, допустим, европейские агентства, и там меня спрашивают, вы говорите по-английски, я выучила одно слово, которое звучит so-so. Вообще не понимаю, что происходит. И, естественно, такого ребенка никто никуда не отобрал. И благодаря тому, что мой фокус внимания сдвинулся вообще в другую сторону на музыку. Короче, я такой калейдоскоп немножко. Не-не-не, это Я как раз... из тех детей, которые занимаются всем. 6 кружков и все такое. С каждым годом моей жизни у меня в ванной на полочке добавляется 1 баночка. И это не меняется уже последние 10 лет. Каждую баночку я использую в основном для своего личика. И я вам скажу,
ничего плохого в этом нет. И, Господи, храни геев. Иначе с какими бы мы, блядь, прическами ходили? Наша младшая дочь Вивьен Вествуд пригласила еще, она была жива, к счастью, и она пригласила ее поучаствовать в показе. И она участвовала в показе, это был такой культовый показ, она там еще и проявила свою какую-то, свой норов, и она во время проходки села на подиум, да, и режиссер сказал, супер, закрепим, бла-бла-бла, и ее стали звать там на другие показы, но она отказалась. Почему? Вот потому, что она хотела получить другое образование. Она сказала, это все у меня заберет все время. Это самое. При этом я говорю, слушай, ну что там было за кулисами? Она говорит, была пара недвусмысленных предложений, да, помимо того, что это. И это, как я понимаю, общий стереотип. Все считают, что модельный бизнес это прямо вот это. Ну, или это как в других любой другой индустрии, точно в том же проценте? я ни разу не сталкивалась с какими-то неприятными предложениями. Я уверена, что они есть. Наверное, не вышла я тем самым. Никто ничего не предлагает. Нет, просто это я к тому, что это стереотипы, которые у всех сидят в головах, и которые никто не готов развенчать или, наоборот, закрепить, потому что у меня ощущение, что все-таки модельный бизнес — это такая же пахота, как любая другая индустрия, Абсолютно. потому что в театральной индустрии, в киноиндустрии все то же самое. С утра до ночи работа, и как бы приходят люди, валятся спать. То же самое. Да, ты не работаешь там с 9 до 5, но у тебя кастинги, и потом у кого показы, у кого съемки, у кого долгие съемки, если это рекламы. Ну, то есть там... Бесконечное ожидание съемки. Да, ну все то же самое, да. Но про неприятные предложения, я просто знаю, когда я работала в Дубае, некоторые девочки, которые подписаны были с агентствами, там была такая тема love boats. Да. Ну вот они туда ездят. Получается, что это вроде самая близкая к профессии, к тому, чтобы найти себе мужа. Не нашла я. Вот это меня тоже пора. Не нашла, и слава богу. Объясни, что такое лавбол. Love boat? Ну, насколько я это поняла. Ну, это когда там шейхи или какие-то богатые чуваки приглашают в себе в антураж на лодку моделей. И если это касается... Ну, я так поняла, мне так рассказывали, что если это касается шейха, то если вот ты кому-то понравилась, то, в принципе, ты сказать «нет» не можешь. И были печальные истории в Дубае, когда с девочками происходили неприятные ситуации. Просто потому, что это оставалось вообще безнаказуемо. Белорусы достаточно красивые люди. Очень. То есть вот поразительная вещь. Мы однажды даже сидели с другом. Это значит, когда собирается международная компания, всегда типа у кого девушки красивее в стране, и это такая прям мужчины такие прям бьются насмерть, да? Да. И однажды мы сидели вот с друзьями, и я говорю, слушайте, давайте попробуем объективно, вот честно сказать. И у нас было 7, наверное, там мы обсуждали из разных стран, и мы пришли к какому-то странному выводу, что если вот так вот совокупно мы так прикинули, что очень красивые девушки в Беларуси и в Словакии. Не знаю, почему Словакия, но вот как-то так все это заметили. Я был склонен больше к Беларуси и Дании, но вот как-то мы... Мне очень лично нравятся украинские девушки. А мне тоже, да, но особенно очень. Симметричные лица потрясающие. Симметричные лица и яркие черты. Талантливые белорусы. Талантливые, очень и красивые. И я очень хочу похвалить наших дизайнеров белорусских. Серьезно. Вот когда я была малявкой, вот в те времена не было вообще ничего. Ну, по крайней мере, я ни с чем не встречалась. У меня вот был опыт такой, когда нас от агентства отправили на мой показ первый представлять Миловицу. И мне 14 лет. Ну, то есть... Миловица, это была такая революция прям белорусская. Дылда, не понимающая ничего. И вот меня отправили показывать Миловицу. И этот показ проходил в ЦУМе. В ЦУМе! Я хожу в этих стрингах и вижу... Боже, это ужасно. И вижу эти мужики, они между рядов стоят такие. И думаю,
Ну это капец. Ну ты полуголый ходишь. И у меня было 2 задачи понимания вообще, что происходит. Эти странные глаза и то, что по сравнению с другими девочками я вообще плоскарь. Меня это очень сильно озадачило тогда. Потому что 14 лет. Ну, видишь, все-таки, да, это все-таки совсем детство, да? Да. Потом все-таки ты уехала. Я уехала, потому что поняла, что мои амбиции слишком выше того, что мне может дать Беларусь, Да. к сожалению. Ну, особенно в этой индустрии. Я вообще не представляю, что это может было. Ничего. Ничего. И это так обидно, потому что я видела очень классных моделей. Но как Беларусь работает, вот, допустим, как я это поняла, вот агентство Тамара, вот приезжают европейские агентства, скаутят девочек в Европу, потому что офигенно красивые люди, естественно. И агентства, которые в Беларуси, они свою комиссию зарабатывают как материнские агентства. Понятно. То есть внутри индустрии нету, ну что там показывать? Да, Сейчас там... есть какие-то вот дизайнеры, Ну, что-то это есть, кто-то что-то один показ в рыпается. год, но это тоже странно. Ну, То есть это... Сравнивать с европейскими какими-то брендами невозможно. Ты довольна своей карьерой в моделинге? Я думаю, что я сделала то, чего могла сделать, учитывая то, что я никогда к этому не относилась слишком серьезно. Слишком серьезно. У меня так получилось, что с детства самого, я хочу это очень подчеркнуть и для мам, мне мама вдалбливала в голову, что я очень красивый человек. Она мне прям вдалбливала это. Я сейчас смотрю на свои тинейджерские фотографии, думаю, боже. На чем ты базировалась, да? То есть, мама, у меня была полная уверенность, что я самая красивая девочка в школе. Вообще, я просто самый крутяк. И вот это внутреннее состояние того, что ты знаешь, что ты можешь, и можешь мечтать, и можешь быть амбициозным. И у меня было, вот, мы с тобой познакомились, и потом, я тебе скажу, когда был момент, когда включение было, что думаю, так, похоже, все уже пошло. Это, конечно, когда я смотрел, ты мне ничего не сказала, я смотрел Тед Лассо. И вдруг ты появляешься уже не в эпизоде, ну не в массовке, не в это, ты появляешься в роли. Да? Да. Начинается кинокарьера. Это реальный старт кинокарьеры. Вот именно так он выглядит. Хотя многие говорят, ну там же маленькая роль. Это... Нет, белорусская играет в Тед Лассо. Вы не понимаете, что такое Тед Лассо. Да. Это когда главный актер зашел в раздевалку женской команды «Арсенал», те закрыли дверь и разрывали его на части. То есть это популярность бешеная. Это сейчас про Джейсона Судейкиса? Да, Судейкиса. Он же скромный человек, он такой, он сходил с ума там. То есть они все с ним они полчаса никого не пускали в раздевалку, фотографировались с ним, ржали с ним, там разговаривали. И вдруг там белоруска. А ты сама как это восприняла? Самое интересное было в том, что я, значит, мне дали пробы. У меня очень классный агент в Лондоне, и мне очень повезло в этом плане. И, да, согласен. Ну, это очень много зависит от агента твоего, и он, конечно, пробивает для меня путь очень хорошо. Расскажи, как работает система, как ты нашла агента, как пошло, какое было первое предложение? Отодвигаемся. Значит, 9 лет я провела в Дубае. Делала модельные работы, мечтала о актерской карьере, потому что я понимала, что мне есть больше сказать, чем просто ходить по подиуму и фотографироваться для журналов. Но в Дубае нет киноиндустрии. Там все, что есть, это снимаются какие-то огромные продакшены, типа Mission Impossible 4. И все, что может сниматься в массовке. Поэтому было мною решено, что мне нужно передвинуться куда-то, где я могла бы себя воплотить как актриса. И могла бы продолжать модельную какую-то карьеру, чтобы просто поддерживать штаны, да. И Британия, Лондон это оказалось, собственно. Да, Лос-Анджелес далековато для меня, потому что я хотела быть рядом с Беларусью. И специфическая история. Москва вообще не моя тема, потому что по всему. По всему. Да, ну в Минске, не будем говорить о Беларусь-фильме и всем остальном. Вот я придумала, что Лондон это очень круто, и тем более, что в тот момент просто вселенная меня, наверное, услышала, мои желания, и подогнала мне человека, в которого очень сильно влюбилась, и оказалось, что он живет в Лондоне. Вот, и я приехала в Лондон, заключила контракт в модельном агентстве, тоже никто меня не искал, я пришла и сказала, хочу с вами работать.
Что они сказали, что да? Давай. Мгм. Ну все. И вот начала с ними работать благополучно, а потом я решила, что мне нужно все-таки пройти какое-то образование, чтобы просто понимать Мгм. основы. Да. Потому что мне довелось познакомиться с очень классным кастинг-режиссером в Лондоне, Мгм. Дэс Хамильтон, Кино. кинорежиссер. И он мне сказал, что, слушай, ну ты классная, у тебя есть внутреннее, но тебе нужно просто понять, как вообще все это Да, работает. Мгм. Я пошла в школу актерскую, которую благополучно прошла за 3 года. Мгм. Обучилась там, и при этой школе вот есть агентство. Во время моего обучения, значит, они на меня посмотрели, сказали, ты классная, давай будем тебя подпишем. Мгм. Ну и вот так вот я с ним подписалась. Собственно, это твой агент, который... Собственно, это мой собственно- агент, который очень клевый. И что было, какое было первое предложение? Актерская? Мгм. Я снималась... Массовочка какая-нибудь, нет? Ну, я снималась тоже в таком маленьком эпизоде. Ну, массовка — это вообще обычно роли не говорящие. Да. У меня все роли были говорящие всегда. Я снималась в сериале про девушку, у которой есть сексуальное расстройство, когда ей хочется иметь секс со всеми и со всем. Но это была не я. Я играла барменшу в гей-баре. Мгм. Тед Лассо была история интересна тем, что вот когда пригласили меня на пробу, я вообще не знала, что это за проект такой. И Так счастливые бывают. друг мой, который со мной читал для селф-тейпа, он такой, какой у тебя классный агент, тебя пригласили на Тед Лассо попробоваться. Окей, что-то про футбол. Я и футбол. И все, я получила эту работу. И только лишь после того, как я снялась, а я еще такая придумала себе, думаю, не буду смотреть сериал, чтобы на меня он никак не повлиял. Да. Чтобы Это оставить свое знакомая история. внутреннее ощущение от того, как я хочу, чтобы это было, а не от того, как могло бы быть ожидаемо. И потом, когда я уже отснялась, я такая думаю, надо посмотреть. И я когда увидела вообще, насколько это большой сериал, насколько насколько это вообще большой проект. отклик у людей. И он да. реально мировой проект, это не локальный. То есть... Да, он мировой. И, ну, короче, мне было весело. А сейчас у тебя есть предложение, которое тоже по весу еще сильнее. Сейчас у меня есть предложение, я, значит, снялась тоже в сериале, называется The Undeclared War, то, что необъявленная война, Мгм. в которой я играю ФСБшницу. Вот, там, значит, сериал о насущном, о том, как российские боты, там, тролли и все остальное заполняют и штурмируют интернет-пространство других стран. Мгм. И Ты британский, правильно? Да, и сунут свой нос туда, куда, короче, не надо. И снял его очень классный режиссер Питер Косминский. Питер Косминский, да. Вот. Ну, сейчас, наверное, будет продолжение, но мы пока об этом не будем говорить. Ну да. Там еще, я знаю, что еще есть какие моменты. Еще мы отсняли фильм на очень близкую нам с тобой тему. Но он еще в постпродакшене, поэтому пока я о нем даже говорить ничего не могу. Но там роль мне была интересна тем, что я играю абсолютно иную национальность, чем тот, кто я есть, короче. И мне нужно для этого было выучить вообще другой язык, который абсолютно далек от славянских языков. Вот. То есть вот сейчас, если ты вернешься в Британию, то есть я надеюсь, что это там в скорости произойдет, Да. то... То будет продолжение, скорее всего. Я думаю, Не что кинокарьера тебя поглотит. Или нет? Я очень Как на это ты? надеюсь. Потому что, ну, я вижу, что тенденция такая прям очень настойчиво до тебя домогается кино. Оно меня домогается. Да, это очень хорошо. Это очень хорошо. Это редко с кем случается, да. но- Я не против. Белорусы, которые сами всего добиваются. Ты их в жизни встречаешь часто, не часто? Ну, как в твоей истории произошло, да? Ты сама там прошла свой путь, никто тебя не толкал. Мне кажется, что я не знаю, чем это обусловлено. Вот не было, допустим, в моей семье, я думаю, что очень многие белорусские семьи нет такого там
какое образование, вот продуманности какой-то нет. Я это очень сильно вижу в европейских семьях, когда родители там с самых первых лет знают, в какой детский сад ребенок пойдет, чтобы получить классное... частная школа. И частная школа, и есть все вот как бы спланировано, и они знают, что ребенок получит диплом, и у него будет уже классная возможность получить работу. Да. У нас, я не знаю, все как-то так. Да. Но у нас, видишь, структура страны такова, что в принципе ты не понимаешь, какие школы, какие вузы, то есть что востребовано, что не востребовано. Так вроде как айтишников там востребуют, R3 пошли, отучились, там вроде как востребовано. Потом выясняется, что можно было не учиться и все равно стать айтишником, да? И ты такой, кстати, наверное. Я в Лондоне встретила очень много очень классных айтишников, которые работают в Гугле, в Фейсбуке. Ребята занимают реально офигенные места. И вот ведь никто не знает, что это белорусы за этим стоят. То есть... крутые люди. И вот никто не выпячивается и делает свою работу тихонечко. Скромность — это наше все, да? А скромность в творчестве — это путь к безвестности. Вот поэтому я здесь, давай поговорим. Да. Умное начальство, оно ценит таланты всегда, да? То же самое и про агентов, да? Всегда. То есть я почему говорю, что тебя там любят экраны и любят кино, потому что агенты видят реакцию, видят результат, они как бы готовы идти дальше, да? Дальше. То же самое в театре происходит. У тебя это, по-моему, еще не открытая книга, но я думаю, что, надеюсь, открываемся. Что тоже. Да, открываемся, я надеюсь, откроемся. У меня нет ощущения, что белорусы как бы там, первое, ценят себя, и им не помогает в этом на самом деле там правительство, да? Не правительство, как государство, да? Потому что государство не ставит ценность человека высоко, потому что если бы белорусы понимали, что они ценны, что они крутые, что они, даже если бы им кто-то, как Маша Колесникова, говорил, вы невероятные все время, как тебе говорят, как твоя мама. Вот оно бы и работало, мне кажется. Да, 100%. И я еще считаю, что вообще основа всему — это наша система образования. Вот. Когда вместо того, чтобы ребенку дать возможность проявиться, выказать свою индивидуальность какую-то, даже если это как-то не соответствует понятиям учителя, что делается вместо этого? Ты дурак? Садись 2, а ранее какое-то непонятное. То есть... Да, или как наша подруга Катя Снытина говорила, как ее первый тренер говорил одну и ту же фразу. Ты говно и плывешь по течению. Как может вырасти какой-то человек, который может сказать, я крутая, я добьюсь всего, я амбициозна. И вот она выросла, опять так же, как это, вопреки, да? То есть, вопреки, абсолютно. Никто не просил. Тебе комфортно быть белорусской или нет? Вот когда ты в разных индустриях. Очень. Мне некомфортно с документами. Это да. Мне кажется, некомфортно с документами всем сейчас. Всем сейчас белорусам, абсолютно. Но то, что я белоруска, я так этим гонорусь. Конечно, у меня очень выросло чувство собственного достоинства. После 20-го года? Да. И я просто поняла, как вообще все круто. И я поняла, насколько много людей заблуждались и заблуждаются некоторые до сих пор. Не понимают вообще крутость всего происходящего. Да, согласен. И вот это такое, как для меня, эта формулировка в голове, это такой путь к добробыту, да, то есть ты должен пройти, вот казалось, нам осталось совсем чуть-чуть, вот дойти до этого какого-то прям вот, когда мы уже начнем ощущать это все, а нам пока не получилось, но я думаю, что это просто вопросы времени. Я сейчас читаю Виктора Франкла, и, значит, вот его книга о том, когда он был в концентрационном лагере. И там интересная идея есть о том, что вот если взять так прямую, да, кто умирал, кто сдавался? Это те люди, которые просто были супер апатичны. Они просто не верили в возможность того, что они выживут. Глобальные пессимисты. Или супероптимисты. Они ждали этих вестей, они постоянно были вот в таком вот оптимизме. И когда они не получали эти оптимистические... истина посередине, да. А истина посередине. И выживали только те, кто каждый день знал, что день за днем мне надо выжить. Мне нужно делать мелкими шагами большие поступки. Да. Если бы изменилась ситуация в Беларуси, и тебе можно было бы, как и нам всем, туда вернуться и прочее, тебя бы интересовало, что там? Конечно. Что бы ты сделала? Я бы надеялась, что была бы возможность
поднять кинематограф белорусский и не быть просто обслуживающим аппаратом для российской киноиндустрии. Таким дешевым элементом, где можно по дешевке снять, дешевых актеров нанять. Да. Я это наблюдал в Чехии и в Венгрии. Им это удалось, и у меня тоже в эту сторону как бы мозги тоже все время включены, потому что они просто сделали базы, 2 огромных крутых базы съемочных, и все думали, что это будет только для обслуживания чужих сериалов и прочее, а они за счет этого начали поднимать собственный кинематограф во многом. То есть они одновременно обслуживали, зарабатывали деньги и инвестировали их в кино. Да. Ну, я, честно говоря, не знаю, не понимаю, почему вот не было возможности сделать что-то клевое, уникальное. Мы вот за все программы мы выяснили, что идеально работают белорусы, когда их никто не трогает вообще. Вот они сами все сделают. И все, как твоя история, да, дойдут куда-то, все решат. Но и как только начинает кто-то вмешиваться, ну вот тут начинаются наши проблемы. Да. То есть, цензура. Цензура, да. Ну как ты можешь проявить, как ты можешь снять клевое, очень авангардное кино? Когда тебе скажут, ну и будешь сидеть его дома смотреть. Да, естественно. Но сейчас я вижу, как поворачивается немножко этот Жарнов, да, он поворачивается в других странах. То есть белорусы начинают делать что-то крутое, находясь в других странах. И потому что есть институции, есть это, и это круто. И эти белорусские рестораны в той же Варшаве, это такой, качество сумасшедшее. Белорусы и украинцы продемонстрировали полякам, которые уже давным-давно живут как бы в жирной жизни, да, продемонстрировали, какая может быть сфера услуг, как она может работать. И она стала реально круче гораздо. Да. Да. А еще я, кстати, слышала такое... отзыв как бы о том, что с белорусами хотят работать, потому что на белорусов можно положиться. Да, абсолютно. Если человек говорит, что он сделает, это круто. Есть вот чувство такое, что нужно максимум от себя. Абсолютно согласен. Вот требовательность такая. То есть нельзя напополам что-то сделать. Какой бы ты хотела сделать большой шаг вперед? В чем? В кино. В кино? Ну, какой-нибудь... Главную роль. Большую. Конечно. Я же мечтаю. Но я не могу вообще как-то жаловаться на свой путь. Ну да. Он был сумасшедшим. У меня самая, когда я вот только переехала в Лондон, самая первая работа была, это тоже немножко шок такой, знаешь, там меня сняли, пошла на кастинг, взяла работу с Бекхэмом. Я такая, ок, нормально начинаем. Хорошо начинаем, да. Погнали дальше. У нашего друга, драматурга, был день рождения, и Мик Джаггер шел по аллее в парке, это все в парке происходило. И наш друг шел с коляской, он тоже был приглашен, и у него ребенку было 7 месяцев, тот лежал в коляске. И он проходил мимо Мика, и Мик так остановился, такой посмотрел, похохотал и говорит этому ребенку, говорит, хорошо начинаете карьеру. Как и у тебя с Бекхэмом. Что для тебя вкус счастья? Мороженку люблю. С детства? Какое? Каштан. И пингвин. Спасибо, дорогая, что ты была со мной. Сейчас мы доедим. Надеюсь, тебе вкусно. Невкусно, интересно. Спасибо. Можно обниматься? Вот мне все время кажется, что мы недооцениваем белорусов. То есть, с одной стороны, нам, конечно, нужно быть трезвыми к себе и понимать наши недостатки. Но белорусы — это красивые люди. Ну, реально, это красивые люди. Потому что моя убежденность в том, что белорус может всегда стать лучше, она дает мне смысл заниматься, вот, например, вот этой программой. Потому что белорусы могут. Они много чего могут, они хотят, и они делают. Для меня это очень важно, потому что, мне кажется, в этом и есть вот этот вот, на нашем пути к добробыту, вот этот потенциал белорусов, который сам по себе красив, независимо от того, как они выглядят. Если они еще и следят за собой, если они еще и делают правильные шаги в жизни и в карьере, ну это вообще кайф. Как говорит, спрашивает мой друг Никита Мелкозеров «Жизнь малина», я хочу сказать, ну вот сегодня клубника, вот эта спелая клубника, прямо очень классная.